Здравствуйте, в эфире выпуск новостей на телеканале Тува-24, в студии Инна Клоян. Сегодня в нашем выпуске. Все для победы. Тува продолжает собирать гуманитарную помощь. В Туве краснодипломники могут получить субсидии на покупку или строительство жилья. В Судхольском районе в рамках соцконтракта открылась семейная хлебопекарня. Школы Кызыла получили новые учебники. В апреле 2023 года радиослушатели на волне 105,5 FM могут послушать тувинские спектакли. Указом главы Тувы Владислава Хавалыга на территории республики до особого распоряжения введен обязательный масочный режим в закрытых помещениях, а также в местах массового пребывания людей на открытом воздухе. В связи с ростом ежесуточной заболеваемости новой коронавирусной инфекции и увеличением обращаемости пациентов с симптомами ОРВИ, COVID-19 продлен режим работы сортировочного кабинета номер 110 Республиканского консультативно-диагностического центра по улице Дружба, дом 36А. Кабинет принимает пациентов ежедневно без выходных с 8 до 20 часов. Медицинские работники работают в 2 смены. Колл-центр консультативно-диагностического центра работает с 8 до 22 часов ежедневно. Кабинет неотложной помощи обслуживает вызовы ежедневно без выходных с 8 до 22 часов, с обеденным перерывом с 12 до 13 часов. По данным регионального Роспотребнадзора и Минздрава, за сутки в республике выявлено 303 новых случаев заболевания COVID-19. Из них почти половину составляют дети. Напоминаем, что вакцина – безопасный способ защититься от COVID-19. Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого течения и распространения инфекции от человека к человеку. Кроме того, регионам в предстоящем осенне-зимнем сезоне следует привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 70% граждан из групп риска. Постановление о мерах по профилактике гриппа подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцинация от гриппа по всей России стартует 5 сентября. Общероссийский народный фронт продолжает проект по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР. На этот раз не остались в стороне сотрудники Управления Федерального казначейства по Туве. Как оказать помощь, где принимаются вещи и что требуется бойцам, смотрите далее в материале. Тактические костюмы, берцы, рюкзаки, теплые носки, спальные мешки и фонари. В штаб Народного фронта сотрудники Управления Федерального казначейства по республике передали все самое необходимое и нужное. Кроме того, коллективом были собраны и денежные средства в размере почти 50 тысяч рублей. Перевод отправили через специальный сайт. Сейчас особое время, когда мы должны быть сплоченными и ответственными за будущее нашей Родины. И сотрудники Управления Федерального казначейства также решили не оставаться в стороне и принять участие в проекте Народного фронта «Все для победы». Также по собственной инициативе дети сотрудников казначейства в качестве поддержки нарисовали рисунки и написали трогательные письма. Напомню, что проект Общероссийского народного фронта направлен на поддержку воинских подразделений ДНР и ЛНР. Хочется сказать, что жители Республики Тыва, они принимают самое активное участие в этом проекте, в этой акции, как физические лица, семьи, так и коллективы, целые коллективы. И здесь приносят в помощь не только вот такие вещи, но люди приносят деньги, переводят деньги. У нас были те семьи, которые подарили баранов. Уточнить список необходимых вещей или сделать денежный перевод можно на платформе победаонф.ру. Таким образом, оказать поддержку военнослужащим Луганска и Донецка народных республик может каждый желающий. В Туве пункт сбора работает в региональном исполкоме Народного фронта по адресу улица Кочетова, дом 30. Айра Сашуба Магуш, Миран Иргит, Тува-24. В Туве с 2020 года набирает обороты механизм государственной помощи в виде соцконтракта. Это двухстороннее соглашение и не предполагает просто раздачу средств тем, кто нуждается. Это в первую очередь обязательство гражданина постараться с государственной поддержкой начать самому зарабатывать средства, чтобы содержать себя и свою семью. В Судхольском районе в рамках соцконтракта открылась семейная хлебопекарня. Слово Алдынкыз Буян.
Всего в Судхольском районе 180 самозанятых граждан, с которыми заключены социальные контракты. На сегодня из них 74 стали индивидуальными предпринимателями. В частности, в селе Ишкин всего 9 самозанятых граждан, с которыми заключили соцконтракт. В их числе семья Ондаров. Кумаяк и Саида Ондары на полученные средства приобрели оборудование для изготовления хлебобулочных изделий и пристроили магазин. Наши односельчане и покупают наши продукции, и они нам по благодарности хлеб, каравай, пиццы и булки, сдобы. Очень ходовые товары. Дети нам помогают, они везде помогают нам. Сенатор Российской Федерации Дина Ойон посетила семейную хлебопекарню Ондаров, открытую в рамках программы. Кроме хлебобулочных и кондитерских изделий, здесь изготавливают и выпечку. Всего у семьи 4 детей, 2 старших уже студенты, а младшие во время летних каникул помогают родителям развивать дело. Они, например, зарегистрировались как самозанятые в прошлом году, а сейчас уже индивидуальные предприниматели. Они очень ответственно подошли к этому делу, своевременно все документы оформили и являются хорошими налогоплательщиками. На сегодняшний день в селе Ишкин на одну малоимущую семью меньше, ведь Кумаяк и Саида Ондары планируют развивать и продолжать семейный бизнес. Младшие дети уже обучаются всем тонкостям ведения дела. Алдын Казбуян, Шолбан Мунгуш, Мирана Иргит, Тува-24. В самой большой школе Байтагинского района вовсю кипят ремонтные работы. Школа расположена в селе Байтал. Недавно началось ее кардинальное обновление. Сегодня строители ведут кровельные работы, параллельно идет ремонт внутри здания. На объект завезена первая партия строительных материалов. На днях ожидается очередная. Помимо капремонта в школе будет полностью обновлена материально-техническая база. Напомним, в этом году правительство республики защитило заявку на финансирование работ в 27 школах Тувы. Все учреждения находятся в районах, а некоторые в отдаленных селах. Школа села Байтал по согласованию с Минпросвещения Российской Федерации вошла в проект «Модернизация школьных систем образования». Глава Тувы Владислав Хавалык в течение лета лично инспектировал сельские школы, включенные в федеральную программу капитального ремонта. В продолжение темы образования. Сегодня столичные школы в преддверии нового учебного года получили очередную партию новых книг. О том, какие учебные материалы поступили и какие образовательные учреждения уже получили, смотрите далее. 9-я гимназия Кызыла получает учебный материал во второй раз. Первую партию книг столичным школам передали еще в начале августа. Тогда они получили почти 2000 новых учебников. Как сообщают педагоги образовательного учреждения, проблем с нехваткой учебной литературы у них нет. Мы первую партию уже получили из министерства, 1900 штук книг, и теперь уже вторую партию получаем. У нас 100% обеспеченность учебниками. Родители не покупают. А вот рабочие тетради, пособия, атласы, карты и другие расходные материалы к учебникам родители должны покупать и обеспечивать своего ребенка сами, сообщает министр образования Тувы Алексей Храмцов. Мы поставляем учебники. Наша задача – обеспечить 100% всех учебников. К сожалению, есть объективные причины. Какие-то позиции мы не можем обеспечить. Там разные вещи. И миграция детская, которая неконтролируема, к сожалению, у нас не очень любят некоторые родители регистрировать детей по месту жительства. Мы обязаны покупать и поставлять учебники в школу. А все, что связано с рабочими тетрадями, с контурными картами, атласами и прочим, это обязанность родителей. Учебные заведения ориентируются на образовательные программы. В этом году ожидается обновление и изменение федерального государственного образовательного стандарта. Есть отдельное пояснение Минпросвещения, поэтому коллегам прошу не беспокоиться, родителям тоже. Учебники предыдущего в ГОС для первоклассников и пятиклассников подходят. Новых учебников еще пока нет. Искать эти там в природе, заказывать тоже смысла нет. Большинство школ сохранили учебники первого класса, пятого класса по предыдущему в ГОС, и дети будут обеспечены. Всего столичным школам передали свыше 9000 учебников. Как сообщают в региональном министерстве образования, это не последняя партия. Следующую ожидают в сентябре-октябре этого года. Айра Асад, Владимир Суртук, Мирана Иргит, Тува-24. В Туве продолжается цифровизация и подключение сел к интернету. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» до труднодоступных населенных пунктов республики доведена оптическая линия связи. Кроме того, в Туве реализуется губернаторский проект «Мы на связи», благодаря которому 7 отдаленным селам стала доступна сотовая связь и мобильный интернет.
В 7 населенных пунктах это Часур, Акчара, Элдыхем, Аянгаты, Ханделен, Шангджи и Хольчук. Это 7 населенных пунктов, в которых будут установлены уже антенно-мачтовые оборудования. И сейчас, и теперь уже устанавливается оборудование сотовых операторов. Также в этом году Министерством цифрового развития выделено для Тандинского и Судхольского кажуна субсидия республиканская на реализацию проектов по установке сотовой связи в 3 населенных пунктах. Это Акташ, Кызылтайка, Судхольского кажуна и Усть-Хадын, это Тандинский район. В этих населенных пунктах в рамках соглашения с Министерством цифрового развития выделена субсидия для реализации этого проекта. Агентство по делам молодежи Республики Тыва начинает прием документов на конкурс по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным займам лицам, окончившим с отличием государственные образовательные организации высшего образования. На получение субсидий могут претендовать молодые люди в возрасте до 35 лет, окончившие с отличием вузы. Кроме того, они должны проработать не менее 6 месяцев на территории Тувы и не иметь жилое помещение на праве собственности. Прием документов начался с 18 августа и продолжится до 1 октября. Чтобы принять участие, необходимо подать документы в агентство по делам молодежи. Это заявление, это выписка из ЕГРН, копия документов, копия диплома, копию трудовой книжки и справка с места работы. Предоставляется тем самым, по итогам которого конкурсная комиссия отбирает претендентов. В прошлом году на получение субсидий претендовало 46 студентов, и только 22 из них получили одобрение. Основная причина отказа – отсутствие стажа работы более 6 месяцев. По словам специалистов Агентства по делам молодежи, это не повод расстраиваться, ведь заявку можно подать в следующем году. Тем самым у заявителя повысится шанс получения ипотечного кредитования. По данным Министерства образования, общее число отличившихся студентов составляет 106 человек. Из них 87 – выпускники Тувинского государственного университета. Все они являются потенциальными получателями субсидий, которая позволяет покрыть часть ипотечного кредитования. Такая государственная поддержка позволяет сохранить лучшие кадры. Такой возможностью воспользовалась и Херелма Хертек. В 2017 году она окончила Кемеровский государственный медицинский университет с отличием, после чего еще 3 года обучалась в научном центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В 2020 году после ординатуры планировала уехать на Сахалин, но, узнав о программе субсидирования, решила остаться в Туве. В августе, как только начался прием документов, я подала свои документы, и мне, получается, в декабре уже сказали, что я прошла конкурс и могу уже подавать свои документы. И потом, не теряя времени, в феврале 2021 года я уже подала свои документы, и с этого же месяца я уже начала получать субсидирование. Субсидию на покрытие ипотечного займа Херелма Хертек будет получать еще в течение 3 лет. Отмечается, что в государственной компенсации могут отказать тем краснодипломникам, которые уже имеют ипотечное кредитование, жилое помещение в собственности или его долю, а также являются военнослужащими или сотрудниками МВД, МЧС или же участниками сельской ипотеки. Алдын Казбуян, Чайхан Донгак, Тува-24. Проект «Коллаборация Театр.ФМ» Национального музыкально-драматического театра имени Виктора Кокола оказался в числе победителей конкурса гранта главы республики и получил поддержку в размере 300 тысяч рублей. Подробности смотрите далее. В рамках проекта будут созданы 8 аудиоверсий спектаклей и организовано их вещание на местном радио. Как отметила руководитель литературно-драматической части театра Виктория Хамушку, это первый подобный опыт для театра. Конечно же, это будут читки по ролям наших артистов. Это будет полностью воспроизведение звукового ряда, то есть, допустим, хлопнула дверь, идут шаги и так далее. Это все мы будем воспроизводить самостоятельно. Сейчас оборудуется звукостудия и решается вопрос о создании шумовых эффектов. В сентябре артисты начнут читку текстов. У нас артисты уже готовят свои тексты.
С сентября мы уже начинаем читки спектаклей, которые уже есть в репертуаре нашего театра. Это спектакли, которые имеют свою зрительскую аудиторию, которые полюбились зрителям. Формат аудиопоставок даст возможность присутствия на спектакле, даже если физически вы не находитесь в зрительном зале. Например, чабаны на отдаленных стоянках, где недоступно культурно-массовые мероприятия, смогут прослушать тувинские пьесы. Вот этот проект очень отрадно, что для нашего зрителя, для нашей публики, так как вот такие спектакли, которые не выездные, стационарные, это на большой сцене играется. А вот этот проект могут посмотреть или послушать вся Тува и даже за пределами Тувы. Хорошо. Надеюсь, что все, которые планы, сбудутся. Также люди, лишенные зрения, смогут окунуться в атмосферу спектакля, ведь сюжет литературного произведения выражен не только в словах, но и в интонациях и звуковом оформлении. Аудиоспектакли можно слушать всей семьей, так как они рассчитаны на разновозрастную аудиторию. Инна Клаян, Шалбан Мангуш, Самдан Эльгит, телеканал Тува 24. На этом у меня все. До встречи в эфире.